От малой авиации компактные беспилотники БАС начали работу на территории Якутии. Для чего необходима такая техника и как прошли первые полеты, знает моя коллега Надежда Саханская. Дроны, коптеры, как только не называют беспилотные летательные аппараты. Учитывая большую территорию и резко континентальный климат нашей республики, регион то и дело летом одолевают либо лесные пожары, либо паводки. Тем эффективнее становится мера использования беспилотных летательных аппаратов в качестве мониторинга территории нашего региона. Благодаря включению Якутии в программу испытания беспилотников, теперь у региона есть возможность проверить их работу в экстремальных климатических условиях. Сейчас беспилотники заняты своевременным обнаружением потенциальных очагов лесных пожаров, из-за которых 3 июля в республике ввели режим ЧС. В первую очередь нас интересуют те, которые снабжены термодатчиками, то есть тепловизионными камерами для отслеживания именно лесопожарной обстановки непосредственно на пожаре. Успешные испытания уже состоялись в Тампонском районе, куда по рекомендации Министерства экологии региона было направлено 5 беспилотников с различными характеристиками. Такая мера была необходима для определения оптимального варианта использования передовой техники. Планируется мониторить не только лесные пожары, но эти системы будут использоваться и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Следует отметить, что экспериментальные полеты такого масштаба проводятся в России впервые. Более того, хорошие результаты тестовой работы беспилотников было решено закрепить в использовании на постоянной основе. Алексей Сергеевич дал поручение правительству, чтобы мы уже использовали их, не отпуская их уже с региона, именно на пожарах, которые у нас сегодня сезон складывается в напряженном режиме. И сегодня мы уже начнем прорабатывать с партнерами и, скорее всего, уже будем пользоваться. Впрочем, на этом сфера использования беспилотников не ограничивается. По словам операторов, в дальнейшем летательные аппараты смогут мониторить в регионе северного лесного оленя, овцебыка и загрязнение воды. Также беспилотники способны отслеживать состояние трубопроводов, обрывы линий электропередач, перевозить грузы и заниматься геодезийными и геолого-исследовательскими работами. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Также по поручению главы Якутии продолжают